Bioscience, руководителя международного отдела Инновы Киничи. Встречаем аплодисментами. Бурные аплодисменты, чтоб он увидел, какие мы гостеприимные!皆さん、こんにちは。今日はこのような機会を与えていただきましてありがとうございます。Большое спасибо за возможность еще раз выступить перед вами. 今日はですね、皆さんに分かりやすいようにロシア語の資料を用意していただいたんですけども、逆に私が分からなくなってしまいます。日本語の資料をですね、見ながらちょっとさせていただきたいと思います。Мы специально для вас приготовили эту презентацию, и чтобы вам было видно, мы перевели ее на русский язык. Но так как я сам русский язык не знаю, поэтому я буду читать с бумажки на японском языке. Поэтому прошу, отнеситесь с пониманием. まず最初にですね、こちらのアシタバの商品になりますけれども、まずですね、アシタバは非常に面白いですね、野菜になっています。アシタバの名前の由来はですね、昨日も説明しました通り、今日葉っぱを摘んでもですね、次の日にはですね、新しい芽が出てくるというほど、生命力が強い、野菜になっています。Ашитаба — это очень интересный овощ. Буквально вчера мы рассказывали о том, что происхождение названия Ашитаба это отображение жизненной силы этого растения, потому что срезав листок на другой день вы можете уже увидеть, что новый росток появляется. アシタバはですね、この、原産地は東京になっています。東京といってもですね、首都なんですけれども、都心部にあるわけではなくて、東京の南の、果てにある、島、八丈島が原産地になっています。このアシタバの学名というのはアンジェリカ・ケイスケというのなんですけれども、アンジェリカはギリシャ語から由来していて、エンジェルですね、天使の贈り物ということで、知られています。このアシタバがですね、もし中国にあれば、この学名アンジェリカ属はですね、漢方薬にも近い分類になっていますので、非常に効果のある野菜として知られています。Родина этого растения — это регион Токио, но не сам город Токио, а близлежащие к нему территории, в частности остров Хачичо. И, как вы видите из названия, официальное название этого растения Анджелика Кейски, что в переводе означает растение, подаренное либо принесенное ангелами. И, думаю, что если бы это растение произросло в Китае, оно однозначно было бы одним из главных растений, которые используются в традиционной китайской медицине. こちらはですね、アシタバは先ほど言いました八丈島が原産地ですけれども、八丈島はですね、非常に小さな島になっています。私たちはですね、より大きな栽培をするために、こちらインドネシアにですね、このアシタバを持っていくことにしました。Как мы говорили, регион произрастания этого растения — это острова Хачиочи, но эти острова, они очень небольшие, и для того, чтобы производить, выращивать это растение в больших масштабах, мы долго искали подходящую территорию, и наиболее подходящей территорией была выбрана острова Индонезии. インドネシアはですね、非常にМинуточку, сейчас. Какая вода, как я понимаю? インドネシアはですね、非常にこの八丈島と似た、気候になっているんですけれども、土壌もですね火山灰質ということで、
このインドネシアの方にですね、有機栽培をするために、アスタバを持っていくことにしました。Острова Индонезии, они очень удобны для выращивания именно этого растения, потому что по климату климат похож на японский, а сама почва очень богатая, имеет вулканическую основу. И если вы ставите целью выращивания именно правильным органическим методом, то Индонезия наиболее удобный регион для этого. 有機栽培ですね、にこだわって、無農薬、そして、堆肥、肥料ですね、有効活用した栽培方法を採用しております。特にこだわっているのがですね、この葉っぱを一本一本ですね、一枚一枚丁寧に手で採取しているというのが弊社のこだわりになっております。Мы особое внимание уделяли тому, чтобы выращивание было произведено полностью органическим методом, без использования никаких химикатов или пестицидов. Кроме того, мы осуществляли сбор тщательным образом и не использовали машины и оборудование, а буквально вручную листок за листком собирали урожай. アスタバとしてはですね、日本国内で世界で初めて弊社がこの有機ジャスの認定をですね、受けた素材になっています。2005年には東ジャワ島、そして2007年はですね、このロンボク島でこの有機栽培を行っております。И мы в результате такого тщательного подхода впервые смогли получить официальный сертификат GAC в качестве органически выращенного продукта для нашего изделия Аштаба. И, значит, первый сертификат был получен в 2005 году для завода в Восточной Яве, а второй в 2007 году для завода на острове Ламбок. この、アスタバの特徴としてはですね、こちら写真のようにですね、アスタバの茎を切りますと黄色い液体が大量に出てきます。この黄色い液体の中にアスタバの有効成分が含まれているということで、この、アスタバの特徴をですね、このカルクモンというのを、非常に手作業でですね、回収して行っております。При срезе стебля аштаба выделяется такая вязкая желтая жидкость, и эта жидкость на самом деле фитохимическое вещество халкон, и в нем содержится очень много полезных свойств, и мы точно так же этот сок тоже собираем вручную. このアスタバをですね、粉末化させるのが、非常に難しかったんですけれども、このやっぱりですね、熱をかけて粉末化するときにですね、この熱に弱い成分がやられてしまったり、この緑色の綺麗な色合いがですね、消えてしまうのをなくすために、こちらですね、低温で熱風乾燥させるという方式をとっております。それによってですね、熱に弱いビタミン、タンパク質等の有効成分がですね、残った形になっております。Также нами была проделана очень тщательная, длительная работа по отбору подходящей технологии по превращению всех этих веществ в порошок, который можно будет использовать для нашего препарата. Как вы знаете, при обычной термической обработке многие полезные свойства, особенно для тех веществ, которые слабо выдерживают термическую нагрузку, они теряются. Более того, цвет, этот прекрасный зеленый цвет тоже теряется, поэтому мы разработали специальную систему термической просушки при низкой температуре, и тем самым мы смогли сохранить не только цвет, но и также все полезные вещи, как и минералы, витамины и белки, даже при переводе этого растения в порошок.
こちらはですね、アスタバと、他の野菜を比較した、栄養成分になりますけれども、緑色の外の部分が、アスタバになりますね。アスタバは他の野菜に比べても非常に栄養価が高く、栄養のバランスが整った、野菜だということが分かるかと思います。На этой картинке прекрасно видно, что в сравнении с другими овощами и фруктами аштаба имеет более превосходную степень свойства по содержанию полезных веществ. まずですね、一番目に、カリウムですね。カリウムについては、利尿作用であったりですね、血圧を下げる作用があるということが知られています。В первую очередь калий, как здесь указано, правильное содержание калия способствует диурезу и снижает кровяное давление. そしてカルシウムについては骨関係ですね、骨粗鬆の予防につながるとされています。Второе – это кальций. Кальций – это в первую очередь для костей, для укрепления костей. でベータカロテンについては、抗酸化作用ですね、アンチエイジングの効果として知られております。Следующее, третье – это большое количество бета-каротина. Это в первую очередь антиэйджинговые действия, то есть эффект по снижению эффекта старения. そして、何よりですね、アスタバの粉末の中の半分近くがこの食物繊維になっています。食物繊維はですね、便通の改善であったり、血糖値を下げたり、脂肪の吸収を抑制すると、そういう効果があります。Ну и, наконец, четвертое, как видите, почти 45% содержания – это пищевые волокна, которые, в свою очередь, приводят к устранению проблем с опорами, являются хорошей профилактикой ожирения и препятствуют возникновению диабета. このやはりですね、アスタバの特徴なのはこの黄色い液体ですね。茎を切ると出てくる黄色い液体が非常に薬効が強いということで、このカルコンについてはですね、アンチエイジングの機能と、抗メタボリック機能、これらが、特徴になっています。Вот еще раз на этой картинке наглядно показан вот этот вот желтый сок, который выделяется при срезе стебля. Это фитохимическое вещество халкон, оно является основой для, значит, таких эффектов, как антиэйджинг, препятствие старению, и второе эффект повышения метаболизма, то есть лучшее пищеварение и диета. はい、カザフスタンの皆さんですね、なかなか緑色の野菜を食べる機会が少ないのかなと、思います。このグリーンベジタブルですね、アスタバを取る習慣をつけていただきたいと思っています。そして、ファイトケミカルですね、を取る習慣というのをつけていただき、より健康を意識した、食事に変えていただければと思います。Мне показалось, что местный рацион, он специфический, и в нем недостаточное количество овощей, поэтому я хотел бы посоветовать, в свою очередь, добавить следующие привычки пищевые. В первую очередь, это кушать больше зеленых овощей, а также больше фитохимикатов, если вы действительно хотите заботиться о своем здоровье. ファイトケミカルというのは新しい言葉ではありますけれども、ファイトというのはギリシャ語でですね、植物という意味合いになってます。植物の物質ということで、ファイトケミカルになりますけれども、我々人間もですね、その植物の力を借りながら、この、体を維持するということで、免疫力をアップしたりですね、抗酸化の力を借りながら、一緒に生活しているというふうに考えています。このアスタバをですね、共に摂取しながら、皆さんですね、健康に生活していただきたいと思います。Что такое фитохимикаты? Это новое слово, которое мы скомбинировали из двух слов. Первое – это фито, значит растительная основа, а второе – это химикаты, то есть получать полезные вещи именно из растений, потребляя именно их из растительной основы.
Как вы знаете, растения, они содержат очень много элементов, позволяющих самим растениям быть защищенными и более стойкими по отношению к внешним воздействию. Поэтому потребление этого нового материала Ашдаба, это в принципе и есть то же самое, что вы употребляете растения и все полезные элементы, которые мы из растения в виде порошка вывели. 皆さん原稿をですね、していただきながら、話していただきたいと思います。ありがとうございます。引き続きであるんですけれども、納豆キナーゼですね、カーディオマリンの方について